Десятки кораблей, самолетов и вертолетов в России с размахом отметили День военно-морского флота. Он вырос в многодетной семье, построил блестящую военную карьеру. Глава Ингушетии отмечает сегодня свой день рождения. Вот если бы свадьбу только пели, плясали и не нарушали. Госавтоинспекция провела совместно с Совбезом рейд. На трассу М1 выезжали наши корреспонденты. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин принял главный военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге, посвященный Дню военно-морского флота. Он обошел на катере парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и поприветствовал их экипажи. Сегодня военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством, сказал Путин, выступая на параде, в котором были задействованы десятки кораблей, самолетов, вертолетов Балтийского, Северного и Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Этот парад первый в новейшей истории России. В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ будет и впредь проходить в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. Парад также прошел в сирийском порту Тартус. В нем участвовали 6 российских судов и кораблей и новейшая дизельная подлодка Черноморского флота «Краснодар». На судах торжественно был поднят государственный флаг России. Глава Ингушетии отмечает сегодня свой день рождения. Юнусбеку Евкурову исполнилось 54 года. Около 300 телеграмм поступило в адрес руководителя субъекта. Кроме первых лиц государства, главу Ингушетии поздравили с днем рождения руководителя федеральных структур, администрации президента России, правительства, сенаторы, депутаты Госдумы, руководители силовых структур, министерств и ведомств, главы субъектов, руководители региональных структур власти и местных органов самоуправления. В поздравлениях отмечает большой вклад Евкурова в процветание Ингушетии и Российской Федерации. В телеграмме от председателя правительства Дмитрия Медведева говорится, цитата: «Примите мои поздравления и наилучшие пожелания. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег, которые ценят ваши усилия, направленные на дальнейшее развитие Ингушетии. Земляки поддерживают многие ваши инициативы и проекты, которые способствуют повышению инвестиционной привлекательности региона, укреплению его экономического потенциала и развитию социальной сферы. Уверен, что профессионализм, опыт и целеустремленность и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов. Делать все зависящее, чтобы в республике жили лучше. Желаю вам здоровья и удачи». Конец цитаты. Также поздравление в адрес Юнусбека Евкурова поступило от председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Уважаемый Юнусбек Бамадгеревич, искренне поздравляю вас с днем рождения. Жители Ингушетии знают и ценят вас как энергичного руководителя, занимающего активную гражданскую позицию. Разносторонние знания, целеустремленность, ответственное отношение к решению поставленных задач способствуют вашей деятельности на посту главы республики. Уверены, что и в дальнейшем ваш труд будет служить интересам региона, повышению благосостояния его жителей. Желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго, пишет Валентина Матвиенко. Юнусбек Евкуров родился в 1963 году в многодетной семье. У него 6 братьев и 5 сестер. Евкуров рос в селе Ангушт. Будучи молодым, он посвятил себя военному делу и добился больших успехов. Слово Индире Манкиевой. Мы благодарны вам. Хороший глава. Да. Дорогие друзья, я хочу от нашего общего имени поблагодарить за огромный свой вклад главу Республики Ингушетия, его администрацию, министра здравоохранения Республики Ингушетия. За сравнительно небольшой срок в регионе произошли значительные перемены, которые просто не могут не радовать. Построен ряд медицинских учреждений, а врачи повышают квалификацию в ведущих медицинских клиниках страны. Эндокринологический диспансер, Назановская городская больница, детская республиканская клиническая больница. Более того, в нескольких населенных пунктах республики открылись еще и местные амбулатории и медпункты. Одно из главных событий в истории развития здравоохранения в регионе – это открытие перинатального центра. Медицинский объект находится под пристальным вниманием не только региональных
региональных, но и федеральных властей. С проверкой в центр выезжал и Дмитрий Медведев, а также зампред правительства России Ольга Голодец. Важные гости отметили перинатальный центр первый и единственный в своем роде в СКФО. Я вижу колоссальные изменения в лучшую сторону. Если 4 года назад мы говорили с Юнусбеком Бамадгариевичем о том, сможем ли мы выстроить систему трехуровневую, мы говорили, давайте ставим перед собой задачу сделать первый и второй уровень. А мы выстроили трехуровневую. И уже сейчас Ингушетия имеет свои собственные высокотехнологичные центры. Это свидетельство отношений, во-первых, федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юнусбека Бамадгариевича к своей республике. Первый это свет по-ингушски. Пусть так. Красивое слово. Пусть так называется. Красиво, по-английски хорошо. Промышленность – одна из главных отраслей в плане экономического развития региона. Завод железобетонных изделий, алюминиевых радиаторов, производство полимерных труб и облицовочных материалов, комбинат детского питания, до 1500 голов скота и 90 тонн молочной продукции в месяц. Мясомолочный комплекс «Молоко Ингушетии» уже несколько лет как обеспечивает ингушских предпринимателей качественной продукцией. 120 тысяч изделий в месяц – такова проектная мощность еще одного перспективного предприятия – швейное объединение Ингушетия. Развитие промышленности – это не просто вывод региона на новый уровень импортозамещения, это еще и дополнительные рабочие места. Тысячи жителей смогли на сегодняшний день трудоустроиться. Я его благодарю за все. Большое, огромное ему спасибо. Этот человек наш путеводитель, проводник. Он сделал многое. Он, наверное, сам не знает себе цену. Вот к этому дню, как сюрприз, мы приготовили для него костюм, сшитый вот на этой фабрике. Это в честь того, это мало, это маленький подарок, можно сказать, ничто по сравнению с тем, что мы должны были для него сделать. Но это наше первое. Хочу показать вам его. Вы первые видите эту форму. Я знаю, что он очень любит национальную одежду, ходит в мечеть, естественно, со стариками общается часто. Поэтому мы для него сделали вот такой вот костюм своими руками. Пусть он его носит долго, счастливо. Образование. Открыты десятки образовательных учреждений, школы и детские сады. Полностью ликвидирована трехсменка. Созданы сотни рабочих мест. Большие просторные классы, укомплектованные по самым современным требованиям. Актовые и спортивные залы и развивающие кружки. Для ингушских школьников и их родителей это неоценимый подарок. Мне нравится все. Но больше всего мне нравится то, что все ученики 6-й школы будут развиваться, будут учиться на пятерки. И желаю им счастья. Очень нравится школа внутри и снаружи. Ее построили рядом с нами. Не надо будет 10-ю школу переходить через трассу. Мы живем сзади школы. Там будет легко приходить сюда. Мы очень рады, что сделали такую красивую школу. В новых учебных заведениях созданы все условия и для самих учителей, полностью оборудованные по последнему слову педагогической науки, учебные кабинеты математики, химии, физики, информатики, новые школы и детсады – еще одна возможность молодым специалистам трудоустроиться. Это огромная радость и огромный плюс для наших детей, для нас, родителей и для учителей в том числе. Будущее республики за молодежью. Руководство региона проводит колоссальную работу, чтобы воспитать достойное поколение, готовят грамотную и политически подкованную замену. У нас на самом деле республика развивается очень динамичными темпами. Мы наблюдаем хорошие показатели, достижения хороших показателей в сфере культуры, спорта, здравоохранения, образования. У нас строятся новые сады, школы. На сегодняшний день я, как представитель молодого поколения, могу сказать от себя, что молодежи Республики Ингушетия уделяется огромное внимание. Внимание уделяется волонтерским движениям, чтобы молодежь активничала, принимала участие в развитии республики. Мое сердце теперь стучать будет в Петербурге, в Москве и в Ингушетии.
Республике 25 лет. Юбилей с большим размахом отметили совсем недавно. На праздничные торжества приехали как представители федерального центра, так и главы соседних регионов. Гости поделились своими впечатлениями после масштабной экскурсии, отметив, что регион под умелым и грамотным руководством главы сумел подняться на завидный уровень. Ингушетия развивается и находится среди самых передовых регионов Российской Федерации. Это большое достижение всего ингушского народа, это большое достижение главы республики Евкурова. 23 объекта в системе здравоохранения, 31 школа, 39 детских садов, десятки спортивных и промышленных объектов, тысячи рабочих мест, развивающийся туристический кластер и культура. Реализовываются федеральные программы, такие как дорожная карта, социально-экономическое развитие республики, поддержка малого и среднего предпринимательства, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья и оползневой зоны, развитие автомобильных дорог. Начато строительство мусороперерабатывающего полигона. Аэропорт Магаз вошел в перечень федеральных. Динамично развивающийся, благодаря присутствию энергии Юрия Андреевича, потому что он действительно внес свежую струю в развитие республики. Ему не просто, но он идет как тот ведоком, видя цель и понимая, что он понимает проблемы, которые стоят перед республикой, и знает, как совместно с федеральным центром решать задачи, которые стоят перед республикой. Подарок от имени Владимира Путина, который был вручен Юнусбеку Евкурову на 25-летие региона, еще одно подтверждение, что руководством республики взят правильный курс. Распоряжение президента Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Евкурова Юнусбека Бамангеревича, главу Республики Ингушетия. Служу Российской Федерации и родной Ингушетии. Президент Ингушетии Евкуров – блестящий российский офицер и патриот России и своей малой родины Ингушетии. Заслужить уважение старших коллег, наверное, не так трудно, как добиться восхищения детей, стать настоящим примером подражания. Самые маленькие жители республики знают и гордятся тем, кто ведет их в светлое будущее. Глава и сам не остается в стороне, когда в жизни маленьких жителей происходят важные события. Яркий пример – недавний прием граждан. Юнусбек Евкуров принял у себя в кабинете маленького Мухаммеда Барзиева. Глава поздравил его с первым юбилеем. Мухаммеду исполнилось 5 лет. Кстати, день рождения у мальчика с главой один. Мухаммеду вручили небольшой презент. Подарок что хочешь на день рождения? Машина какую? Полицейскую. Полицейскую машину. Хорошо. Еще что хочешь? На велосипед кататься? Ну вон, посмотри, велосипед. Нравится такой? Завтра можешь полицейскую машину купить, отправить. А ты будешь полицейским, когда вырастешь? Так, нет? Ну все, молодец, хорошо. В одном из интервью Юнусбек Евкуров сравнил работу главы со службой. Только в этом случае не фронтовой, а трудовой. А труд этот, стоит отметить, нелегкий. День за днем республика расцветает. Налаживается инфраструктура во всех городах и селах. Ударными темпами развивается экономика и социальное направление. Эти достижения – итог кропотливой и грамотной работы руководства, отмечают и жители региона. Ну а Юнусбек Евкуров сам не раз отмечал, что глава любого субъекта один никогда не сможет добиться поставленных целей. В истории региона немало событий, которые повлияли на процесс становления. Но, несмотря на все это, за такой небольшой срок Ингушетия догнала, а может где-то даже и обогнала своих соседей. И это лучший показатель, что у руля стоит сильный политик, у которого есть самое главное – поддержка народа. У вас сегодня есть свой дом, своя крепость.
Есть замечательная республика, которая развивается. Есть команда управленцев во главе с Юнусбеком Ангеревичем, который ежедневно думает о том, как улучшить жизнь людей на этой земле. Страна наша огромная. Не везде мы можем произвести в других регионах то, что можно произвести на территории республики. Республика Ингушетия находится на марше. И вы, так сказать, делаете очень большое дело в развитии физической культуры и спорта, в развитии здорового образа жизни. Никто кроме нас! Никто кроме нас! Индира Манкиева, Новости 24. Пока в адрес Юнусбека Евкурова поступают многочисленные поздравительные телеграммы, благотворительный фонд «Мял» посвятил дню рождения главы региона необычную акцию. Люди с ограниченными возможностями осилили высоту в 100 метров на инвалидных колясках. Они поднялись на башню Согласия. Материал Амины Боковой. 100-метровая башня Согласия – символ Ингушетии, самая высокая точка Магаса. Для того, чтобы оказаться на стеклянной площадке на пике башни, откуда открывается панорама столицы и ее окрестностей, посетителя ожидает 2-километровый подъем. Однако для героев сегодняшнего заезда задача стоит гораздо сложнее. 4 колясочникам предстоит преодолеть крутой спиралеобразный пандус длиной 1700 метров на инвалидной коляске. Тем не менее, участников это нисколько не страшит. Я верю в себя, да. Я считаю, что я поднимусь первым. Более молодой, более заряженный. А вот Хава Калоева в прошлом году уже принимала участие в восхождении. Сегодня она в качестве организатора. Тем не менее, впечатления от прошлого подъема запомнились женщине на всю жизнь. Все-таки самый большой пандус, да, в нашей Российской Федерации, это более 1500 метров. Поэтому одолеть это, конечно, для нас это большой успех, я скажу, интересно, романтично, так скажем. Мы как-то чувствуем, что мы еще сильны, что мы еще, как говорится, не совсем уже на заднем плане, и ограничения нашей физической возможности не совсем как люди воспринимают. После томительных минут ожидания наконец настал момент, когда участники заезда могут проверить свои силы и характер. По условиям состязания преодолеть самый длинный пандус в России участники гонки могут с посторонней помощью. Однако гонщики стараются проехать дистанцию самостоятельно. Самая тяжелая часть – середина пути, ведь ближе к финишу у конкурсантов появляется боязнь высоты. Но и тут ребята проявляют богатырскую выдержку. Впрочем, это неудивительно, ведь восхождение и организовано для того, чтобы каждый мог проявить свои физические способности. Мероприятия, которые мы организовываем, мы целенаправленно делаем для того, чтобы инвалиды-колясочники проявляли активность, выходили в общество и все-таки занимались спортом. Вот именно это мероприятие также подкрепляет их дух, организовывает их. Они находят в этом удовлетворение такое духовное. И, конечно, это же соревновательно. Им помогает в жизни быть активнее. Нешуточные страсти разгораются ближе к финальной точке. Никто не хочет уступать первое место. Однако победитель все же определяется. С большим отрывом удается выйти вперед Мустафе Хачубарову. Победителя ждут уже внизу, у подножия башни. Однако проигравшие тоже не расстраиваются. Ведь главное – это положительные эмоции, полученные сегодня. Я доволен тем, что я положил все свои силы, но результата не показал. Но, тем не менее, доволен тем, что хотя бы я сделал все то, что я смог сделать. Восхождение инвалидов-колясочников на башню Согласия проходит в нашей республике уже 2-й год подряд и проурочен ко дню рождения главы региона. Организаторы надеются, что акция станет доброй традицией и будет проходить ежегодно. Амина Бокова, Адам Долгиев, Новости 24. В воскресенье дороги республики становятся, так сказать, зоной повышенной опасности, особенно трасса М-29. Все дело в свадебных кортежах, участники которых, не побоюсь этого слова, нагло и грубо нарушают правила дорожного движения, подвергая риску себя и других водителей. Ужасно то, что в обществе порой такое поведение считается допустимым, мол, свадьбы же, молодые люди хотят поразвлечься. А разве та самая молодежь не думает, что такие развлечения не раз оборачивались в трагедии, в которой погибали случайно оказавшиеся рядом автомобилисты?
Сотрудники госавтоинспекции и Совета безопасности провели совместный рейд на федеральной трассе. Репортаж Руслана Албогачиева. Верные приметы ингушской свадьбы, пробки на дорогах. Многие из участников этого веселья забывают, что на трассе они не одни. Выезжая на полосу встречного движения, свадебный кортеж создает опасные помехи другим машинам. Другие водители их понимают. День особенный, но соблюдать ПДД – это закон жизни. Беспорядок, порядок, беспорядки, беспорядка закону предусматривает уголовные, административные и другие ответственности. Свадьба – самое запоминающее событие в жизни любого человека. Правда, бывают случаи, когда это красивое торжество оборачивается горем. Лихачи при сопровождении невесты зачастую нарушают столько правил, сколько обычный водитель за год не нарушит. Пренебрегает при этом к самым рискованным маневрам – выезд на встречную полосу. При этом нарушителям все равно, есть ли перед ними встречные машины или нет. Главное – обогнать. Некоторые свадебные водители дрифтуют на самых оживленных участках, создавая опасность для своих пассажиров и других встречных машин. Вот почему в выходные дни на всех опасных участках дорог дежурят полицейские наряды. Заодно сотрудники полиции выявляют множество других нарушений. У нас 3 участка дороги сегодня выбрано. То есть это у нас в центре Назрани одна группа работает, вторая группа здесь рядом с университетом, техникум нашим сельскохозяйственным, и третья группа у нас в селении Газиюрт. Дело в том, что данная трасса, она очень оживленная трасса, поэтому очень часто все-таки случаются дорожно-транспортные происшествия на данных участках дороги, поэтому все-таки и руководством Совета безопасности, и руководством МВД также с нами все-таки были согласованы мероприятия, и были выбраны вот эти вот участки движения. Впрочем, инспекторы ГИБДД, останавливая участников дорожного движения, стараются не создавать пробки на дороге. Но в этом случае десятки машин в прямом смысле перекрыли дорогу для других участников дорожного движения. И такая картина каждое воскресенье. Свадьба, квадуал здесь лишний машин зацелотыш. Беспредельно табагачар. Шорт таба, колонна хабахат. Превышение скорости, проезд под запрещающие знаки. Вот так сегодня веселятся на свадьбе. А ведь дисциплина на дороге – важная часть безопасности самих водителей. Руслан Албогачиев, Султан Булгучев, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Всего доброго.